Война – это горе и слезы. Она постучалась в каждый дом, в каждую чеченскую семью, принесла с собой беды. Матери потеряли своих сыновей, жены, мужей. Дети остались без отцов. Война в их памяти отныне всплывает самым страшным, горестным воспоминанием. Еще одно слово, с которым чеченский народ связывает самые ужасные воспоминания и эмоции, это ваххабиты. Но они вошли в политику отнюдь не в пору военной кампании в Чеченской Республике. Их дебют состоялся несколькими годами раньше. И не на Кавказе, а на Ближнем Востоке. Они вдруг как-то заговорили все сразу. Правоохранительные органы, президенты России, Узбекистана и Таджикистана даже создали антиваххабитский союз. Кто же эти люди, которых называют ваххабитами? Какую опасность они несут с собой? Зимой 1994 года Кремль объявил о начале силовой операции по наведению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. Появившиеся в Чечне в тот же период лица арабской национальности проповедовали среди чеченской молодежи идеи джихада против России. Это и были те самые ваххабиты. Предшественниками ваххабитов были хариджиты, а сам ваххабизм, как экстремистское движение, которое не имеет ничего общего с исламом, сформировался в Аравии в первой половине XVIII века. Это явление в мусульманских странах, конечно же, встречает сопротивление. В этом отношении не является исключением и Чеченская Республика, регион распространения традиционного суфизма. Появление здесь, в смутных 90-х, ваххабизма, отрицающего традиционный для нашей республики ислам, порождал и порождает противоречия не только религиозные, политические, но и культурные. Ведь повседневная жизнь кавказских жителей, в том числе и чеченцев, вписана в традиции, берущие начало тысячелетия назад. Ничего, кроме разрухи, крови и слез, эти люди с собой не несут. Ваххабизм отрицает все, что ценили наши предки, противоречит семейным традициям, он разрушает общество изнутри, заставляя забыть такие заповеди, как почитание и уважение старших, честь и мужское достоинство. Он стирает грани между такими понятиями, как отец и сын, мать и женщина, добро и зло. Все смешав и превращая обычную жизнь в хаос, ваххабизм приносит смуту. Человеком, кто одним из первых осознал это и нашел в себе силы встать у них на пути, был первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Абдулхамидович Кадыров. Я стал на путь спасения своего народа. И я не сомневаюсь, абсолютно никогда, если бы я сомневался бы, я бы не мог бы идти по этому пути. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. В этот определяющий для республики момент он взял на себя ответственность за судьбу чеченского народа. 23 марта 2003 года состоялся референдум, на котором абсолютное большинство избирателей проголосовало за новую конституцию Чеченской Республики. Ахмад Хаджи Кадыров знал, что с принятием конституции будут созданы условия для достижения гражданского мира и согласия в обществе, что послевоенная республика сможет приступить к восстановлению своей экономики, культуры, социальной сферы, вернется к мирной жизни и обретет надежду на счастливое будущее. Он открыто выступил против ваххабизма и террора. Ахмад Хаджи и тысячи достойнейших сыновей нашего народа отдали свои жизни ради мира на чеченской земле. И об этом нельзя забывать. Ахмад Хаджи Кадыров был человеком высоких моральных качеств, а потому нам всем так тяжело перенести его уход. Трагически оборвавшаяся жизнь унесла поистине героя нашего времени.
но все начинания Ахмад-Хаджи живы и по сей день. Знамя созидания и мирного процветания, выпавшее из рук отца, было подхвачено его сыном Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Со дня принятия Конституции 23 марта прошло 10 лет. Все эти годы мы живем по тем нормам, которые прописаны в принятом в результате общенародного голосования главном законе. Мы строим мирную, процветающую республику. Мы развиваем демократические институты, гражданское общество. В республике создано множество общественных организаций и объединений. Нам удалось в короткий срок восстановить разрушенную экономику. Мы достигли больших успехов в деле развития культуры, спорта, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Чеченская республика открыта для мира, и мир по-новому открывает ее, возродившуюся, движущуюся по пути созидания к миру и процветанию. Мы возродили республику из пепла и руин, ее материальную культуру. Параллельно руководством республики делается все, чтобы возродить ее духовно. Восстановлены и построены высшие учебные заведения республики, школы, концертные залы и спортивные комплексы. Проводится огромная работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Министерство и ведомства активно взаимодействуют с учебными заведениями, проводят различные мероприятия, конкурсы, фестивали, круглые столы и конференции. Богословы часто беседуют с молодежью. По республиканским телеканалам ежедневно выходят в эфир передачи на тему духовно-нравственного воспитания. Государственные органы оказывают поддержку общественным и молодежным организациям в их работе по духовно-нравственному воспитанию. Также в этой работе активное участие принимает и творческая интеллигенция республики, общественные деятели, деятели науки и культуры. Но в работе по духовно-нравственному воспитанию и развитию подрастающего поколения в Чеченской Республике не было системного подхода и единого координационно-контрольного центра, в задачи которого входил бы мониторинг и коррекция работы всех министерств и ведомств. Четко осознавая это, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров в ноябре месяце поручил Департаменту по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики разработать единую концепцию духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Документ для подписания был подготовлен и представлен в феврале директором Департамента по связям с религиозными и общественными организациями Байли Тевсиевым. Что же такое концепция? Это определенный способ понимания какого-либо предмета, явления или процесса. Она определяет стратегию действий. Концепция способствует формированию личности в духе патриотизма, что включает в себя чувство гордости за свое отечество, за свою малую родину, город, село, где гражданин родился и рос, направлен на формирование активной гражданской позиции и готовности к служению Отечеству. Единая концепция предполагает сохранение ценностей традиционных религий, учений святых, устазов, шейхов, благодаря которым ислам распространился на Северном Кавказе. Она направлена на популяризацию высоких достижений работников культуры и искусства Чеченской Республики. Рассчитана на работу с подрастающим поколением, начиная с дошкольного возраста и до конца периода взросления человека, становления его как личности. И в заключение хотелось бы сказать, что курс, выбранный Ахмад-Хаджи Кадыровым в такое непростое для страны время, смелость и самоотверженность, проявленные им при жизни, привели Чеченскую Республику и всю Россию в целом к такому всем нам необходимому, долгожданному миру.